Просьбу выслушать, проблему решить. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел прием граждан по личным вопросам. Игра по правилам. Сотрудники ГИБДД провели акцию безопасности, разыграв театрализованное представление прямо на дороге. Тяжело в учении, легко в снегу. Как проходит стажировка наших горнолыжников в клубе Леонида Тягачева в Подмосковье? Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Начинаем с последних назначений в администрации главы республики. Помощником-советником главы Ингушетии по взаимодействию с религиозными организациями назначен имам Чермина Харун Таршхоев. В последние годы он был первым заместителем председателя комитета Ингушетии по хаджу. Также назначен новый постпред республики в Москве. Им стал Бекхан Аздоев. Ранее он занимал пост первого вице-премьера в правительстве Ингушетии. Курировал социальный блок. Ну а в последние 3 месяца работал помощником-советником главы. Сегодня глава республики провел прием граждан по личным вопросам. Так, жители Орджоникидзевского просили Юнусбека Евкурова помочь решить затяжную проблему. Уже несколько лет в подвалах их домов стоит вода. Выкачивать своими силами ее бесполезно, она все равно вернется. Жители 3 улиц уже обращались к представителям местной администрации, а те, в свою очередь, в правительство республики. На решение проблемы необходимо было около 1 000 000 рублей. Но ситуация пока не изменилась. Вода и ныне там. Глава выслушал, велел создать комиссию и выявить причину подтопления. Он также отметил, что к лету проблему необходимо решить. В любом случае, комиссия мархажгасан, лет колдор, бармишку, почву движения, специалисты определяют. График хайгёш, можете здесь, сколько там денег надо, но комиссию обязательно пригласить, заплатить деньги, пригласить комиссию. Даландали, хаждовый, март, апрель, май. Болгон дабл бой дал эндели. За остальное все рассчитались там? О мерах поддержки малоимущих граждан шла речь на заседании Совета Народного собрания Ингушетии. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут помогать с трудоустройством и обучением новой профессии. Что еще обсудили депутаты, узнаем у Фатимы Кариевой. Члены Совета обсудили вопросы повестки дня предстоящего очередного заседания. По итогам обсуждения приняли решение включить 10 законопроектов. Парламент рассмотрит в первом чтении изменения в законодательные акты, связанные с прохождением государственной гражданской службы. Принятие нового закона обусловлено выходом новой редакции закона об образовании. Как отметил Руслан Гагиев, предложения касаются новых подходов к кадровой политике в системе госслужбы. Речь идет о законе, который подразумевает создание Академии наук Республики Ингушетия. Значит, дело в том, что здесь обязательно, вот здесь они прописали, что ежегодно представляет отчет главе Республики Ингушетия. Но вместе с тем, в пункте 2 статьи 7 говорится, что Академия наук проводит фундаментальные прикладные исследования по важнейшим проблемам естественных, технических, общественных, гуманитарных наук. Предлагаю обязательно прописать, что ежегодно представлять главе республики, Народному собранию и правительству. Потому что если эти исследования проводятся, я так думаю, у нас есть целый комитет по образованию, науке, культуре, то я думаю, это будет разумно. Новшество в законе содержит и антикоррупционные меры. Гражданских служащих в соответствии с проектом закона обяжут предоставлять сведения о доходах. На очередном заседании депутаты в первом чтении рассмотрят закон о мерах социальной поддержки малоимущих слоев населения. Государство намерено внедрить новые технологии оказания государственной и социальной помощи. Комитет Народного собрания по местному самоуправлению и национальной политике представил законопроект, устанавливающий границы между муниципальными образованиями Малгобек и Малгобекский район. Председатель комитета Саид Салам Ахиликов сказал, необходимость уточнения границ возникла в связи с строительством нового микрорайона для жителей оползневой зоны. Формально земля, на которой возведены квартиры для переселенцев, относится к Псидаху, тогда как квартиры на баланс должна принять администрация Малгобека. Завершая заседание, члены Совета обсудили ход подготовки к конференции Северокавказской парламентской ассоциации. В этом году в ней председательствует Народное собрание Ингушетии. Заседание этого межпарламентского органа пройдет в Магасе в конце февраля. Фатима Кариева, Ахмед Беков, Новости 24. Удивительную фантазию проявили сотрудники ГИБДД. В Троицком очередную акцию безопасного движения для пущей убедительности превратили в костюмированное представление. Роли, правда, распределили между школьниками. Водителям на этом участке дороги скучать не пришлось. Руслан Албагачиев о служебном творчестве.
Чтобы еще раз напомнить водителям о правилах дорожного движения, сотрудники ГИБДД привлекли к акции учеников второй школы Троицкого. Для того, чтобы усилить эффект, юные инспекторы приготовили небольшую постановку. Школьники изображали пешехода, пострадавшего в ДТП, и врача. В таком виде раздавали стикеры проезжающим мимо водителям с напоминанием о правилах дорожного движения и необходимости соблюдать скоростной режим. Мы хотим привлечь внимание водителей, чтобы быстро не ездили на машинах, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Хотим донести до каждого из водителей, чтобы они соблюдали скорость, были осторожнее на дорогах, соблюдали правила дорожного движения. Именно несоблюдение скоростного режима на автомагистралях и в населенных пунктах – основная причина ДТП в республике. В результате страдают не только сами водители, но и пешеходы. С каждым разом у нас водители уже относятся более приветливее к нам начинают понимать, что это залог безопасности в первую очередь, и что мы работаем в направлении безопасности. Дети работают, конечно, с энтузиазмом, им это нравится, они даже хотят в будущем работать в органах. Мы проводим так вот мероприятия. Такими акциями автоинспекторы напоминают водителям о том, что нарушение правил и несоблюдение скоростного режима чаще всего заканчивается трагическими последствиями. Я также решил принять участие в сегодняшней акции ГИБДД, направленной на соблюдение правил дорожного движения водителями. Ведь зачастую у нас в республике происходят ДТП, связанных с нарушением правил дорожного движения и с несоблюдением скоростного режима. Именно этот участок дороги является наиболее опасным. Буквально здесь в нескольких десятках метров произошло ДТП, в результате чего молодой парень погиб. Руслан Албогачиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Об осторожности и расторопности говорили сегодня и во второй школе Троицкого. Повод иной, угроза равная. Электробезопасности учили на открытом уроке. Сотрудники энергосферы пустили в ход рассказы, наглядный раздаточный материал и мультфильм. Эффект наблюдала Мадина Албогачиева. Электричество дает нам тепло, свет, приводит различные механизмы в движение. Наша жизнь немыслима без электричества. Если мы не будем соблюдать некоторые меры безопасности, не соблюдать правила безопасности, приносит вред. Что такое высокое напряжение и как от него уберечься? Об этом специалисты Ингушского филиала межрегиональной распределительной сетевой компании рассказывали третьеклассникам. Электротравматизм не такая уж и редкость. Не все знают, как вести себя с электроприборами. Многие дети на уроке впервые услышали о том, как защититься от удара током. Я узнала, что нельзя подходить к проводам, порванным проводам. Нельзя подходить к розеткам, нельзя их трогать. Надо вызывать экстренную службу. Узнала, что к проводам нельзя подходить. Когда вы уже застряли к проводам, нужно двигать очень медленно ногами на 8 метров. Я сегодня узнал, что током очень опасно пользоваться. Если увидишь, что провод сломан или розетка сломалась, не трогай провод. Уроки по электробезопасности специалисты МРСК проводят во всех школах республики. Объясняем детям, какие меры безопасности надо соблюдать, если они оказались в той или иной ситуации, если у них на пути домой из школы встретился оборванный провод или же рядом с трансформаторных подстанций, что нельзя заходить. Но объясняем детям правила безопасности, как себя вести. Эти уроки очень полезные, они необходимы для детей, потому что вообще по статистике много случаев, связанных с детьми по несчастным случаям. В конце урока детям раздали закладки для учебников с информацией об электричестве и показали мультфильм на тему электробезопасность. Мадина Албогачиева, Рахман Цуров, Новости 24. Явиться после 17. В военном комиссариате ставят на первоначальный воинский учет. В день по специальному графику регистрируют до 50 юношей. Кстати, место своей будущей службы можно спрогнозировать. Правда, род войск должен соответствовать физическим данным потенциального бойца. Все подробности в сюжете Миланы Хашагульговой. Сулумбек Хашиев, ученик лицея Назрания, прошел медкомиссию. Никаких проблем со здоровьем обнаружено не было. И он стал на первоначальный воинский учет. Сказали, абсолютно здоров, прошло полностью, анализ прошел, не было ничего выявлено. После окончания школы хочу поступить в университет или в академию, закончить его и, конечно же, отслужить в армии, так как это обязанность каждого человека, каждого
гражданин своей страны. Первоначальная постановка на воинский учет проводится с 1 января по 31 марта. Это касается юношей, которым исполнилось 17 лет. Военкомат запрашивает списки в учебных заведениях и организациях. Затем составляются специальные графики, кто и когда должен явиться в военкомат. В день принимают от 20 до 50 юношей. Мероприятие по первоначальной постановке граждан на воинский учет проводится с целью выявления граждан, которые будут впоследствии призываться на военную службу. Выявление количественного состава, выявление качественного состава, состояние их здоровья, уровня образования. Постановку на воинский учет проводит комиссия сотрудников военкоматов и врачей. Молодые люди должны пройти медкомиссию и определить, кто годен в военной службе по состоянию здоровья. Вот мальчик тут, да, так вот, был шум в сердце, послали на дообследование, и вот он пришел с выявленным уже пороком. Вот, до этого он на учете не состоял, никем не обследовался. Вот, жалоб, и сейчас он не представляет, он и говорит, что у него жалоб нет, просто иногда бывает, что вот сердце стучит сильно. Тахикардия у мальчика была сильная, и мы поэтому его послали на дообследование. Мы проводим освидетельствование медицинское, выявляем какие-либо патологии, болезни призывников, школьников. В случае выявления болезни мы их направляем в больницу на обследование. Если у них выявляется болезнь, какая-нибудь непригодная к службе, мы всех фиксируем, позже потом их не забирают просто в армию. В этом году на первоначальный воинский учет уже поставили почти 150 человек. Еще 14 направлены на дополнительное обследование. Те, кто успешно прошел медкомиссию, получат так называемые прописные удостоверения. Впрочем, это еще не значит, что они точно отправятся служить. Ведь через год, 18 лет, молодым людям снова нужно будет пройти медкомиссию. И тогда будет решено окончательно, пополнят ли они ряды призывников. Милана Хашигульгова, Магомед Идигов, Новости 24. В Магасе продолжается строительство эндокринологического центра, начатое в прошлом году. Общая площадь объекта более 2000 квадратных метров. Его сдача позволит жителям республики с заболеваниями эндокринной системы получить качественное обследование и лечение. И не придется выезжать за пределы региона, как сейчас. А вот когда планируют сдать центр в эксплуатацию, узнаем у Заремы Бековой. Люба Тумгоева уже 12 лет страдает сахарным диабетом. Первые симптомы появились после того, как ее семью постигло горе. Умерли родители, а вскоре и две ее сестры. Люба обратилась к участковому врачу, и он направил ее в Назранский эндокринологический центр на обследование. Компетентностью врачей она осталась довольна, но сетует, что условия в центре оставляют желать лучшего. На обследование пришлось выехать в Ставрополь, так как в Назранском диспансере нет необходимого оборудования. А курс лечения приходится проходить в городской больнице Назрани, так как стационара в эндокринологическом центре нет. Наш республиканский эндокринологический диспансер, он функционирует с 2001 года. Мы находимся в арендуемом помещении, как бы не меняли свое место нахождения. И здесь развернут у нас кабинет эндокринологов, проводятся консультации у узких специалистов, обеспечивать обследование наших пациентов. И качество этого обследования резко снижено, потому что у нас не хватает кабинета, к сожалению. Зачастую у нас в одном кабинете принимают 2 доктора. Больных с патологиями эндокринной системы в Ингушетии более 25 тысяч человек. Это только те, кто обращался за медицинской помощью. Каждый случай индивидуален и требует особого подхода, поэтому специалистам центра так необходимы условия и новое оборудование для качественной работы. У нас сколько ЛПУ в республике находится, у нас везде, в каждом отделении находятся наши пациенты. К сожалению, им указать должное внимание эндокринологи не могут, потому что нет своего специализированного отделения. К сожалению, это остается тоже та же самая проблема. Я думаю, что с появлением нового диспансера можем эту проблему тоже решить. Новый эндокринологический диспансер строится по федеральной целевой программе. Его возведение началось в августе 2013-го, а сдать объект планируют в 2015-м. Диспансер состоит из 4 блоков. Их общая площадь составляет более 2000 квадратных метров. Сейчас здесь трудятся 20 человек. Весной темп и объем работы увеличится, и тогда рабочих будет значительно больше. Строится эндокринологический диспансер на 150 посещений в смену. Значит, еще предусмотрен стационар на 6 койко-мест. Вот. Число обслуживающего персонала, что важно, почти 160 человек обслуживающего персонала. Вот. Состоит здание
из 4 блоков. Каждый блок имеет свою этажность, 2-3 этажа. И самый основной блок, значит, 5 этажей. Для удобства персонала и посетителей здесь будут построены гаражи и стоянки для автомобилей. Внутри здания будут оснащены лифтами, грузовыми и пассажирскими. После благоустройства, после озеленения территория будет выглядеть очень красиво. Аллеи, лавочки, зеленые насаждения, тенистые, значит, места для отдыха посетителей. Вот такие места предусмотрены. Персонал Назрановского эндокринологического центра с нетерпением ждет открытия. Врачам не терпится начать работу с новым оборудованием в светлых просторных помещениях, где они смогут принимать пациентов и оказывать им должное внимание и помощь. Зарема Бекова, Рахман Суров, Новости 24. Более 3000 семей в республике получат продуктовые наборы. Благотворительная помощь оказана руководством региона в связи со священным месяцем. Распределением комплектов занимаются местные администрации. Подробнее Магомед Измайлов. С раннего утра с мукомольного комбината «Сатурн» отходят грузовые автомобили, которые должны развезти более 130 тонн продуктов. Среди них рис, сахар и мука высшего сорта, произведенные ингушскими мукомолами. Благотворительные акции у нас не первый раз проходят в республике. И сегодня одна из этих акций. Мы решили раздать милостыню нашим малоимущим гражданам, сиротам, инвалидам. В первом списке нуждающихся многодетная семья Цунтольговых. Отец семейства инвалид, а мать занимается воспитанием детей. И все большое семейство живет лишь на социальное пособие, которого часто не хватает. И помощь в виде продуктов питания – это большое подспорье для их семьи. Нас не забывают, на Новый год поздравили, приехали. Распределением продуктов будут заниматься сельские администрации. Всего по республике будет роздано 3000 комплектов. Магомед Измайлов, Ахмед Беков, Новости 24. Инструктаж высшего класса в клубе Леонида Тягачева наши ребята, как и положено, проходят в заснеженных условиях. Будущие квалифицированные лыжники и сноубордисты сложнейшую программу обучения осваивают в рекордные сроки. На курорте Арымхи с нетерпением ждут их возвращения. Репортаж Хавы Султыговой. Будущие инструкторы по горным лыжам и сноуборду проходят обучение на одном из старейших горнолыжных курортов Подмосковья в клубе Леонида Тягачева. Полугодовую программу наши ребята освоили в сжатые сроки за 3 недели. По словам инструктора, это большое достижение, особенно для тех, кто встал на лыжи впервые, а таких большая часть группы. Ребята способны. Я даже удивился, что у нас из 10 человек 2 человек очень хорошо освоили сноуборд. Я был в восторге. Недельку, я думаю, они еще побудут, и они будут профессионалы в своем деле. По крайней мере, с начинающими. Развитие горнолыжной инфраструктуры в Ингушетии и создание курорта Арымхи создало необходимость в квалифицированных кадрах. Их обучение стало возможным благодаря соглашению между главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и президентом горнолыжного клуба Леонидом Тягачевым. Это первая группа, которую мы приняли из Ингушетии к нам на обучение. В первые дни мне было страшно, потому что на мой вопрос «поднимите руки, кто катается на лыжах, хоть на каких?» было недоумение. И сейчас я горжусь. Это тяжелая, каждодневная, трудная, холодная, но работа, которая даст возможность республике иметь свои кадры и иметь рабочие места. Задачу, поставленную главой республики по освоению горнолыжной техники, эти ребята реализовали. И каждый из них выбрал направление в работе по интересам. Я буду на лыжах, и я хочу работать в прокате. Вот эта работа мне нравится. Прокатная система и лыжи. Их несколько видов, этих сноубордов. У меня сейчас фрирайд, потом есть фристайл и фрикар. Фрирайд – это вот мой, он для горных склонов и неухоженных склонов. Фристайл, он для трюков. И вот фрикар – это больше спортивный, жесткий сноуборд. Клуб является традиционной тренировочной базой сборных России по горным лыжам и сноуборду. И для наших ребят это без сомнения лучшая школа инструктажа. Хава Султыгова, Новости 24. В Орджоникидзевском ФОКе стартовал отборочный турнир первенства республики по боксу среди юниоров. Это дань памяти мастеру спорта международного класса Биалид Заурову. В бой вступили более 100 боксеров. Лучшие попадут в сборную Ингушетии. Репортаж Элизы Курскиева. Одни слегка разминаются, другие отрабатывают удары на видавших виды грушах, а в центре внимания боксерский ринг. 122 боксера из разных районов республики съехались в физкультурно-оздоровительный комплекс Орджоникидзевского, чтобы помериться силами. Здесь отбирают лучших для участия в первенстве СКФО. Сегодня мы проводим первенство Республики Ингушетии среди старших юношей 98-99 год.
памяти мастера спорта международного класса Баяла Заурова. Первые и второе места, которые занимали, могут попасть на первенство СКФО. Джебы, апперкоты, боковые удары в исполнении юношей достигают целей. Боксеры показывают все, чему их учили. Спортсмены, несмотря на свой юный возраст, демонстрируют высокое техническое мастерство и силу духа. Бой был очень сложный. Я победил чисто на двойках, прямыми двойками. Я последний раунд подустал очень. Я не смог поработать. И последний раунд отдал. В следующий раз я хочу, чтобы я выиграл все раунды или даже выиграл досрочно. Спасибо моему тренеру Арсамаку Мули, он меня подготовил к этим соревнованиям. Среди тех, кто наблюдает за боями, наставники из различных школ бокса республики. Ну а самый юный зритель – 6-летний Магомед. Он пришел поболеть за своего брата, но в восторге от увиденного сам вошел в боксерский азарт. Такие турниры всегда ждут с нетерпением, ведь именно здесь появляются новые имена будущих чемпионов. Это те, кто умеет не только точно бить, но и мыслить на ринге. Один из таких боксеров – Ислам Евлоев из Малгобека. Старт республиканского первенства у него начался успешно. Свой первый поединок он выиграл со счетом 2-1. Бой был трудный, соперник был сложный, но я выиграл его за счет скорости своей. Он был очень трудный, надо было подходить, бить. Мне еще осталось примерно 4 боя еще. 14-летний Ислам занимается боксом около 5 лет. В активе спортсмена различные награды. Впрочем, останавливаться на достигнутом он не собирается. Ислам ставит перед собой амбициозные цели. Я хочу выиграть Олимпийские игры и продолжить свою жизнь боксером. В течение 4 соревновательных дней 26 наград найдут своих обладателей. Бои завершатся 24 января. По их итогам будет определен состав сборной республики. В 13 весовых категориях выберут сильнейших для участия в чемпионате СКФО. Ильяс Курскиев, Юнус Тичоев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.